3 ноября 2023 год. Вот сейчас такая ситуация на сегодняшний день на переправе Якутск-Бестях, Нижний Бестях. Вот столько машин. Они стоят уже больше. Кто и 3 суток стоит, кто и 2 суток стоит. Ну, кто раньше приехал. Никакой воды. Ни воды у людей, ни бензина, ни горячей еды, никак ничего. Говорят, разбирайтесь сами. Заказывайте. Извините, ребята, все службы заказа работают до 6 вечера. Сейчас уже далеко не 6 вечера, уже время 9 часов вечера. Кто уже даже 11 часов вечера. И никто ничего. Посмотрите, бесконечно, машина бесконечно. Там столько же машин, вот там на отстойнике стоят столько же машин, здесь столько машин. И люди все в надежде уехать. Говорили, что 3 числа все паромы ходят, 4 парома ходят. Сегодня 3 число, был единственный один паром. Он был часа в 2 или в 3 дня. Все. Сколько он мог заправить, уехал. Все эти люди стоят. А кто-то, говорит, стоят от подбоя по 3 суток. Мы, извините меня, стоим уже 2-е сутки. И мы не можем уехать. До нас очередь не доходит. Потому что столько машин. И дети маленькие. В машине вот стояли люди маленькие. Там дети сидят, плачут. Ну, извините меня, им некуда сходить даже. Не выйти на улицу, пописить некуда. Туалета нету. Никакого магазина нету, ничего нету вообще, ничего для людей. Там дальше сколько машин стоит, посмотрите. Никто ничего не решает, все молчат. Вот, там сколько, это вообще бесконечно, это сколько рядов, сколько машин, посмотрите. Вот там, это вообще... Это сколько? Там же везде люди сидят, там все бегают, там у кого-то уже бензин закончился. Сколько машин уже сюда оттащили, что все, они уже замерзли. Это же вообще беспредел, это же бедные люди, они же... Как жить-то? Они все выходят, все жалуются, все... Ой, куда обращаться? Вот люди с самолета, вот люди с Москвы, с Волгограда там... Кто-то откуда-то прилетел, он говорит, мы вообще не местные, мы не знаем, как нам дальше быть, куда обращаться. И вообще, как быть-то вообще, как в таких ситуациях люди, ну, вы должны же как-то обратить на это внимание. Как-то к этому что-то повлиять как-то, ну как, почему МЧС отвечает, что сами обращайтесь, там воду подвезут, кто воду подвезут, тут бегают все с бутылками, не знаю, просят друг друга воды, даже там дети маленькие, которым попить надо, у них все закончилось за 2 суток. Примите, пожалуйста, меры, как-то все это разрулить-то, в конце концов. Вот, ребята, уже без бензина, уже все, машины сдохли. Это вот так вот здесь все происходит. Это вот уже стоят уже больше 2 суток машины. Тут уже полный беспредел. Кто во что горазд. Тихо, ты не задави. И тут вообще не кончается. Тут вообще паромы не отходят. Один-единственный паром был за весь день. Один-единственный паром был. А народу сколько? Это еще вот там еще стоят, на отстойниках на этих. Это вообще, это вообще жесть. Это просто жесть. Бедные люди. Это вообще никто, ни МЧСовцев нет. Ну, могли бы подвезти горячую воду, еду. Ну, хотя бы что-то как-то. Это людей даже не выпускают, чтобы выехать. Там ломают шлагбаумы, что просто хотят люди уехать уже отсюда. И то, говорит, не выпускают. Они закрылись вон там вот, в том здании вот, с флагом. И сидят, говорят, молчат. Ну, так люди говорят. То вообще никто не реагирует на этот весь беспредел. Никто никак вообще, ну как-то же люди, я считаю, что это мороз такой, у кого бензин покончался, это там вот еще, смотрите, стоит сколько. Вон там еще бесконечно, это все стоят люди на паромы, хотят уехать. И там еще сколько людей, это вообще, я в шоке, я такого никогда не видела.
И я думаю, что это вообще, это надо решать же как-то, разруливать ситуацию. Люди уже не могут по двое, по трое суток, кстати. Сегодня уже у некоторых 3 суток уже, говорят, не можем уехать. Это же вообще куда годится-то? Это вообще полный вообще трэш, это вообще ужас. Это вообще, это вот... Вот как есть. Ну, что мы сегодня в 10 утра сюда приехали, уже паром обещали, сказали, что навигация еще продлена до завтрашнего дня. То, что здесь нету ни туалетов, ни примитивного маленького Вы с ребенком, да? Да, я с ребенком. С 10 утра вот до этого времени мы сидим, и дохлый номер, движений никаких. Да, а сейчас еще порадовали, что возможно, что и завтра никаких движений. Нам дальнобойщики Опять-таки невозможно понять. То есть мы вот сегодня полностью... Никто ничего не говорит, вообще информации никакой. Все закрываются, прячутся, все отмалчиваются, Да. не дают людям даже надежды какой-то. Ну, сказали бы люди, разъезжайтесь, не будет Да, там например, ничего. ну все, паромы закрылись. Мы бы уже начали как-то думать там про подушки, еще что-то. Про еду. Мы весь день простояли, мы не могли даже выйти из машины, чтобы пойти в магазины какие-то искать, заказать там что-то. Или как... Вообще ничего нет, туалетов нету теплых, девочки, маленькие дети сидят в машинах. Сидят в машинах и писают вот на улице, где А вот холодно. мы сейчас и пришли пописать на улицу, потому что... 30 градусов на улице, 30, вообще, это кошмар. И никто не решает, где наше, наше правительство, где наши депутаты, где кто вообще, что-то решаться надо. Это просто, да, какая-то интересная ситуация. Вот мне, тем более, диспетчера, с которыми вот сейчас договаривалась по поводу такси, говорят, ну, бывали задержки, но чтобы вот так, это, говорит, прям нонсенс. Да. Нонсенс. Это у меня же ребенок терпеливый, столько времени сидеть в машине. Просто взрослый уже А мы с ума смотрим, сходит. маленькие дети.